Вы проголосовали уже? Вы уже проголосовали. И вы ждете? Гражданин России не может голосовать. Понятно. Я тоже гражданин России. Ну, я рожденная украинка. Ясно. А я хотел спросить, ждете каких-то изменений вот от результатов этих выборов? Станет лучше? Хорошо. А на президентских выборах вы участвовали в президентских К выборах? сожалению, я не мог участвовать. А что вы можете сказать? Вот вы считаете, что что-то изменилось лучше после выборов новой власти? Ну, президента Порошенко вот в мае. Попытки есть. Но вот Рада, которая там сейчас сидит, их всех под стенку надо ставить. То есть вы считаете, что виновата вот Рада Верховная? Нет, виновата бездействие. Бездействие Верховной Рады. Бездействие Верховной Рады, бездействие раньше, бездействие народа, коррупция. Вот. Это все в сумме породило то, что мы сейчас имеем. Плюс, Хорошо. естественно, большое желание соседа, большого брата, чтобы мы были у него под юбкой. Понятно. А вот действия новых властей на Востоке, вы их считаете адекватными, либо слишком жестокими, либо, допустим, недостаточно жестокими? Решительными. Жестоко. Это война. Ну, недостаточно жесткими, скажем так. Недостаточно решительными, либо... Очень сложно идти воевать с кулаками против пулемета. Понятно. А кулаками вы считаете, это состояние украинской армии такое сейчас? Да. Это фактическое Понятно. состояние. Ага. Когда мы отсюда сами перегоняем машины и обмундирование для армии, люди сами, Скорые, да. то о чем вообще тогда разговор? Оборудование для больниц, правильно, для реабилитации. Народ сам скидывается и везет все, что нужно. Понятно. Ну, спасибо вам большое. Вы были в Польше? В Польше, конечно. А вы знаете, как Польша выглядела 15-20 лет назад? 15-20 лет назад я был в 98 году, и после этого я был, мне было 14 лет тогда. И после этого я был в Польше в следующий раз в 2010, потом в 2012. И я, конечно, разницу, ну, сложно сказать. Я сам жил тогда не в Германии, поэтому у меня видение было другое. Мне тогда она казалась западной страной, а сейчас она мне уже не казалась западной Я вам страной. скажу так, по сравнению с тем, что Польша сейчас, значит, тогда, это, скажем так, с 91 по 2000 год, Польша была очень похожа на Украину, крайне коррумпированная, раздолбанная, разграбленная, все за деньги. Полиция не имеет вообще никакого веса, все решают деньги. Вот так выглядела Польша. И раздолбанная, естественно, страна, там ни дорог нормальных, ничего такого не было. Вот. Сейчас я проезжал, вот месяц назад я проезжал по Польше. Это почти Германия. Сделаны дороги. Вот. Ну, если с востока на запад, да, но не все дороги. Нет, не все дороги, конечно. Основные, это огромная да. территория, это сразу нельзя сделать. Вот. Но полиция, а это не мусора. Понятно. Вот. И заезжая в город, ты видишь, что изменения есть. В магазинах это уже по-человечески. Лица людей другие. Это не зверьки загнаны, как раньше. Как мы сейчас на Украине. Понятно. Поэтому есть надежда на то, что Украина, идя путем Польши, путем Евросоюза, все-таки превратится в нормальную европейскую демократическую страну, в которой можно будет жить и будет хотеть туда вернуться, и будет у меня возможность хотеть туда вернуться.